Всем привет, друзья! Сегодня у нас на календаре уже 1 октября, но в нашем регионе, это у нас Республика Коми, можно сказать, не центральная, даже ближе к южным районам, тепло. Это не то чтобы бабье лето, это второе или третье уже бабье лето, просто тепло. Есть, конечно, утренние такие заморозки небольшие, но около 0. Но вот, как мы видим, тепло, мошкара, сухо, вообще отличная погода. Ну, я не могу этой воспользоваться погодой. Уже неделю лежим дома после крайней рыбалки, что была у нас с Иваном Григорьевичем. Это 21-22 сентября было. На третий день благополучно после этой рыбалки приболели. 24-го, да, получается, мы уже вызывали врача. 24-го это уже неделю. Я более-менее еще оклемался, а у супруги у Валентины уже неделю температура 38 с чем-то. Вызвали врача, назначили нам кучу дорогих всяких противовирусных. Диагноз, короче, написали ОРВИ. Хотя никто анализов никаких не брал, никто на какие анализы не посылал. От чего лечат так? То ли на глаз. Послушали, сказали... Я говорю, что анализы-то не берете там на ковиды всякие, там еще что-нибудь, может, я говорю, коронавирус или еще что-нибудь, ёпрст-то. Они сказали, мы отправляем анализы на коронавирус, если есть симптомы коронавируса. Как они определяют эти симптомы? Ну, что-то послушали, что-то посмотрели, ну, не знаю, врачам, видать, виднее, но полечились 3 дня, не помогло, опять врача вызываем, полечились еще 3 дня, каждый раз целый пакет лекарств в аптеку на кругленькую сумму. Ну, ничего не помогает. Вот Валентина уже мучается с температурой. Лежит плашмя. Я все-таки решил выехать на природу. Пособирать природных лекарств, можно так сказать. Это планы были, конечно, у меня ехать на болото, ехать в лес, собирать клюкву. Ну, видать, не суждено. Вот решил приехать на луга. За нашу деревню, это до деревни 40 километров, ну и здесь где-то километров 10, наверное, по лугам. Вот, собрать нашу ягоду, это шиповник, это наши природные витамины. Сейчас мы здесь поищем. Крупную, наверное, по-любому уже собрали, мелочь вон оставили. Заморозков как таковых не было. Ягода как раз вот созрела хорошо. Так что... Валяться нечего, валяться я уже устал, валяться я долго не могу. Тяжеловато, правда, еще, но все потом прошибает. Температура как бы 2 дня уже, я говорю, упала, но слабость все такое есть. Не знаю, что нас зацепило, какой вирус, в принципе, никогда не замечал. Да, гайморит есть, он у меня с детства хронический. Да, бывает, простыл, бронхит, но это хрен его знает, что за зараза такая. Супруга уже вся в панике, думает, ковид этот чертов, никто анализы не берет. Не знаю, чем это все закончится, будем надеяться на лучшее. Пока вот будем собирать наши природные витамины, потому что не сегодня-завтра это хорошая погода, у нас все закончится. И будут дожди, будут холода. Придет осень, и потом очень-очень быстро наступит зима. Вот такие вот нехорошие у нас дела. Ладно, не будем отчаиваться. Будем лечиться природными витаминами. Понеслась. Листва уже шиповника вся осыпалась. Некоторые уже морозом, смотрю, прихватил уже мягонькие. Или она просто такая зрелая. Но крупное что-то не видать. Вон, она тут. Шиповник тоже бывает разных сортов, кстати. Что-то вот такое, они крупные, кругленькие. А местами они просто такие здоровенные, продолговатые. Надо вот нам найти тот сорт, который покрупнее, и собрать ту ягоду. Вот так вот. Долго придется. Вон, крупную, наверное, просто собрали, осталась одна мелочь. Но ее много. В принципе, если погода позволяет,
Если сухо, да хоть какая, лишь бы заморозков не было, можно собирать и собирать. Потом все это высушим. И компотик. Он мало того, что полезный, он еще и в придачу очень и очень вкусный. Ладно. Поедем дальше, посмотрим, может где покрупнее что найдем. Так. Не забываем, что на всех лугах есть у нас озера. А на озерах, возможно, могут быть утки. Местная, конечно, уже давным-давно улетела, но кто знает, может что-нибудь и села отдохнуть. Какая-то партийка уточек. Сейчас, допустим, вот сюда ехал. От берега отплыла стайка таких хорошая стайка уток. Штук, наверное, 30. Далеко было от берега. Я даже не пытался. Тем более на реке без лодки. А вот тут вот на таких озерах нет и вполне могут что-нибудь да залететь. Так что смотрим. Если что, будем стрелять в лед. Так, нашел кустики шиповника. Не крупные, но ягода есть. Так что оставил ведро. Пособираю. Все уже выбрали. Народ уже не спит. Собрали, видать, все уже. Местами вообще кусты пустые уже. Но тут вот сейчас забрался. Чуть подальше нашел кустики. Но прежде чем начать собирать, тут речка вытекает, протекает. И здесь бывает кряко сидят. Пойду гляну. Может, что повезет. 3 кряку я уже промазал. Шел вдоль реки. Начал подходить. Взлетело. Выпустил 3 патрона. Но был не подготовлен. В общем, промазал. Так, смотрим. Здесь у нас что? Патроны с собой не взял. В стволе осталось 2 патрона. Так что смотрим. Может, что и повезет. Раньше по молодости я здесь частенько утей гонял. Тропа уже нахожена. Можно напрямую вот так вот на ручей идти. И если утка есть, она взлетает. И если ты хороший стрелок, то все вполне возможно.
Никогошеньки. Ну и ладно. Такая чистая река. Харюзовая. Раньше здесь харюза ловили. Так, ну что, полазили вдоль реки. Уток мы больше не увидели. Надо пособирать, а то приехали за шиповником. В итоге домой приедем без шиповника. Хоть мелкую пособирать немножко. Весь употел. В одной футболке, рубашке, горке. Одет как бы по-летнему. И все потом выходит. Но пусть лучше хоть так, чем дома лежать. Дома тоже бывает чай с медом, с малиной попью, тоже потом все выходит. Вся температура. Это все фигня. Ладно, не забываем кушать витаминчики. Если бы не косточки, наверное, шиповник самая вкусная ягода была бы. Нравится мне шиповник. Вон ее сколько много. Ну, мелковато. Ну ничего. Ничего, ничего, ничего. Сабли, пули, штыки, все равно. Вон ее сколько, вон. Так что пособираем. Так, ну что, потихоньку дело продвигается. Вон сколько мы собрали уже шиповника. Где-то четверть ведра, наверное, большого. Литров 5, наверное, уже собрали. Если крупный шиповник, то он быстро собирается. А мелкий чуть подольше. Шиповник бывает вот двух сортов. Есть кругленькие такие. Вот скажем, как вот здесь. Он вот такой вот круглый. Они, как правило, такие средних размеров, мелкие. А есть вот такие вот продолговатые. Они бывают вот такие. Очень и очень крупные. Но в этом году что-то даже продолговатый поменьше, чем круглый. Странно. Обычно, если нарвешься на продолговатые шиповники. Вот, кстати, кустик с продолговатыми ягодами. Это вот такие вот ягодки. И они как бы красивее, сочнее, чем круглые. И, как правило, крупнее. Но в этом году все одинаковые. Когда ягода крупная, ведро раз, очень быстро собирается. Прямо на открытых местах. А сейчас придется вот так ходить по таким чепыжникам. По колючкам бродить. Очень вкусная ягода. Мягкая, созрелая, зрелая уже вся. Вот такая вот темно-вишневого цвета. В сентябре удобнее собирать, она когда твердая, но она еще не 100% созревшая, белобокая. То сейчас она вот вся такая вот темная. Вон, вся такая темно-вишневая. Домой приедем, это все дело высушим. И обалденная штука получится. Компот
из шиповника. Это еще та вкусняшка и очень полезная. Очень много витаминов. Там вот такая вот красота. Сейчас на ведерочко положим, а то уже неудобно одной рукой собирать. И пособираем. Тем временем солнышко у нас что-то спряталось. Тучи нависли. Обещали дожди уже. Ну, скорее всего, они идут. Блин, такая погода стояла 3 дня. Просто замечательная. Невыносимо сидеть дома, когда на улице солнечно. Утренники такие. Самое то ходить по лесу. Пусть даже немножко есть мошкары. Это ничего страшного. А я в это время сижу дома. Столько планов было. Все на смарку. Планы были походить по путикам. Походить по лесным речкам. Попробовать. Увы и ах. Все накрылось медным тазом. Из-за этого чертового вируса, блин. Да, человек бессилен перед этой заразой. Самое хреновое то, что наши врачи ни хрена не хотят делать. Почему вот сразу после первого обращения не взять анализ там мокроты, крови, мочи, блин, на все что угодно проверить, по какой причине у человека температура поднимается. Это же не просто так, это по-любому где-то идет воспаление ОРВИ. Диагноз ОРВИ написать: это острая респираторная вирусная инфекция. А вирусы бывают разные, тем более тот вирус, который в 2019 году появился. Это же в первую очередь должны пройти обследование все больные, а не так вот, как они выразились. Пока нет причин посылать вас на анализы на ковид. Нормально, да? Это что получается? Анализ на ковид отправят только тогда, когда уж ты загибаться начнешь. Да тогда уже поздно анализы делать. Тогда уже надо заказывать место на кладбище, блин, а не анализы делать. Анализы надо делать вовремя, когда можно еще что-то сделать, предотвратить, вылечить. А так, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Есть иммунитет, выживешь, как-нибудь выкарабкаешься. Нету иммунитета, пиши пропало. Подохнешь, никто тебя не спросит, как ты подох. И как бы ты мог не подохнуть, но, к сожалению, никто тебе не помог. Как-то вот так вот печально все это. Ладно, не будем о грустном, будем собирать наши витаминчики. Дай бог, что все это пройдет. Ну и на будущее надо. Сейчас вот мы каждый день выпиваем 8 литров морса. Красной смородины, брусника, клюква. Просто уходит на раз-два, как на горячие камни заливаем. Вот сегодня принесу шиповник. Вчера уже с сухофруктов делали компот. Сегодня принесу шиповник, сделаем компотик из шиповника. Вот. Ну ладно, тем временем у нас ведерочка потихоньку наполняется. Я знаю, там еще места есть с крупным шиповником. Были, по крайней мере, но идти далеко. Не знаю, прогуляться, не прогуляться. Посмотрим. Пока собираем. Так, погода меняется в худшую сторону. Кругом нависли тучи. У меня вон, в принципе, практически пол ведра шиповника я собрал. Пол 20-литрового ведра, это, можно сказать, полное ведро. Уже хорошо. Походил вдоль ручья, пока обошел озера в надежде на уток. Видел 3 кряквы, промазал. Значит, не мои были. В общем, все, друзья, на сегодня хорош. Устал, вспотел. Может, еще это остатки болезни выходят, я не знаю. Но день прошел не зря. День прошел сегодня на природе, это здорово. Если честно, я уже
устал сидеть дома, устал валяться. Это хуже некуда. Это домашний арест. Хотя я вынужденный, я все понимаю. Но лучше не надо. Лучше я каждый день буду ходить, каждый день уставать. Но пусть я буду на природе. Вот. Что еще? Немного еще есть все, конечно, но будем надеяться, что вот с помощью природных витаминов мы все-таки выкарабкаемся. Все будет нормально. И скоро, очень скоро будем живы-здоровы. Будем в лесу, будем на реке. Будем жить. Всем пока, всем до свидания и до скорых встреч на канале Коми Рыбак.